Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На прошлой неделе исполнилось 16 лет с событий августа 2008 года в Южной Осетии. В самой Южной Осетии, конечно, у нас в Абхазии прошли акции памяти, посвященные этой дате. Сквозь призму времени многие политологи и эксперты продолжают рассуждать о том, как агрессия против Цхинвала, развязанная Михаилом Саакашвили, отразилась на регионе в целом. Безусловно, одним из важнейших итогов стало впоследствии признание Российской Федерации независимости Республики Абхазия и Южная Осетия. В своем комментарии аккурат к этой дате официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, цитата: «В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили, нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-юго-осетинского конфликта, начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии. Ничем не спровоцированный характер грузинской агрессии был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского Союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Телявини». Это преступная авантюра экс-президента Грузии, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди мирного населения и российских миротворцев из состава смешанных сил по поддержанию мира, не оставила России иного выбора, кроме как провести операцию по принуждению агрессора к миру, а позднее признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Решение о признании, принятое с учетом повторявшихся попыток Тбилиси силовым путем вернуть так называемые утерянные территории, обеспечила право абхазов и юго-осетин на сохранение своей национальной идентичности. За прошедшие годы эти республики проделали масштабную работу по становлению в качестве суверенных государств, последовательно развивали экономику и культуру, расширяли международные контакты для укрепления своего авторитета в мире, отметила Захарова. Россия готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе. Об этом также говорится в комментарии Захаровой в связи с 16-й годовщиной грузинской агрессии в Южной Осетии. Она отметила, что начало международных женевских дискуссий в октябре 2008 года с целью обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии в дальнейшем послужило поддержанию относительного спокойствия на границах трех государств. Захарова заявила, что Россия считает необходимым выработку договора о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, что, по словам пресс-секретаря МИД, будет гарантией того, что трагические события 2008 года не повторятся. Реальным же вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-юго-осетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркации, сообщила она. Также Захарова отметила, что актуальность этих задач подтверждается активизацией попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными проблемами. Цель этого, на ее взгляд, обострение ситуации у российских границ. Между тем, довольно театрально выглядело и то, как дату 8 августа отмечали в кавычках в Тбилиси. Так, спикер грузинского парламента Папуашвили в День памяти сказал: если бы в 2008 вместо нацдвижения у власти была схожая с грузинской мечтой патриотическая сила, не было бы войны и не было бы более 400 погибших, 1700 раненых и 125 потерянных сел. Конец цитаты. То есть, по сути, эти события рассматриваются не сами по себе, а сквозь призму обостряющейся предвыборной борьбы. Напомним, что осенью этого года в Грузии ожидаются парламентские выборы. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кабахидзе, в случае победы на выборах грузинская мечта готова в любой правовой форме запустить процесс против бывшей партии власти. Главное, чтобы преступление 2008 года, совершенное режимом национального движения Саакашвили, было полностью расследовано, заявил Кабахидзе. Стоит ли говорить о том, что подобные
подобная риторика привела в бешенство оппозиционные силы в Грузии, которые не приемлят подобный подход к трактовке событий августа 2008 года. Довольно интересный расклад того, что творится сейчас во внутриполитическом противостоянии и чем обусловлены главные векторы внешней политики Грузии для издания «Россия в глобальной политике», дал политолог Армен Мартиросян, в прошлом заместитель министра иностранных дел Армении. В частности, он отмечает, что для осмысления причин политической бури, которую вызвал в Грузии процесс принятия закона о прозрачности внешнего влияния, осмотрительнее обратиться к научно обоснованным гипотезам. В этом контексте наиболее уместна, по его мнению, концепция политической трилеммы видного американского экономиста Дэнни Родрика, также известная как «невозможная троица», уверен эксперт. Она постулирует непреодолимое противоречие между тремя ключевыми целями, к реализации которых в современном мире стремятся многие государства. По мнению ученого, невозможно одновременно добиться решения следующих трех задач: эффективного вовлечения в глобализацию посредством глубокой экономической интеграции в мировую экономику, обеспечения национального суверенитета и углубления демократизации. Страны могут обеспечить одновременное решение лишь двух из указанных трех целей. Для участия в глобализации и для развития демократии нужно отказаться от некоторых атрибутов национального суверенитета, уверен ученый. Сохранение национальной автономии и извлечение плодов глобализации повлечет за собой издержки демократии. И, наконец, для обеспечения национального суверенитета в условиях демократического правления придется ограничить участие страны в глобализирующейся экономике. Вероятно, с проблемой невозможной троицы столкнулась также Грузия, считает Мартиросян. Последовательная политика всех правительств стран по интеграции в Евросоюз и НАТО предполагает, по сути, экономическую, военную и политическую глобализацию, что, по мнению грузинской общественности, сулит ей процветание, гарантии безопасности и блага западной либеральной демократии. Реализация такого сценария требует обеспечения и соблюдения конкретных политических, экономических и социальных норм, установленных указанными наднациональными структурами. Внешнее давление в связи с законом об иностранных агентах отражало ожидания Запада, что Грузия обязана организовывать свою внутреннюю политику в соответствии с его требованиями. Компромисс, особенно в контексте развития гражданского общества и демократических свобод США и Евросоюза, сочли неуместным. Смею предположить, отмечает эксперт, что Грузия, как и все страны, участницы экономической и политической глобализации, столкнулась с задачей гармонизации национальных интересов и наднациональных обязательств, что по сути предполагает решение трилеммы Родрика. Отказ от экономических благ глобализации в современных обществах потребления противопоказан по определению. Определилась ли политическая мысль Грузии окончательно в выборе между демократией и суверенитетом, покажут итоги предстоящих 26 октября 2024 года парламентских выборов, считает эксперт. Подробнее все эти темы мы обсудили в интервью с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбом. Приветствуем вас, Сергей Миронович. На прошлой неделе исполнилось 16 лет со дня трагических событий в Южной Осетии. И многие политологи, эксперты, я сейчас читала аналитику, дают, скажем так, сквозь призму времени оценку этим событиям. Как вам кажется, вообще поменялось ли отношение, какие-то нюансы изменились ли вот к этим событиям? Ну, факт, что это событие стало поворотным вообще в мировой политике, потому что впервые за долгие годы после крушения Советского Союза Россия продемонстрировала, что она, отстаивая свои интересы, готова применить и военную силу. Я уже как-то неоднократно об этом говорил, что за этим уже последовали другие шаги по возвращению России в статус великой державы, какой она была всю свою историю. И мы видели возвращение Крыма, как это происходило. И мы видели уже принципиальную позицию России по недопущению дальнейшего расширения НАТО, которое происходило вот с 90-х годов и приближалась к России. И уже вопросы стояли о включении в состав НАТО Грузии, Украины, Молдавии.
И вот уже решительные шаги, которые предприняла Россия, и в конце концов пришлось даже применить силу на Украине, они вот переформатировали всю мировую повестку. И вот именно с этого времени пошли разговоры о том, что наступил конец однополярного мира, который непродолжительное время все-таки существовал после того, как биполярный мир распался, и единственный центр силы международной оказались Соединенными Штатами Америки, единственным гегемоном. И сейчас все больше и больше приходит понимание, и уже фактически все понимают, что этому однополярному миру приходит конец и наступает период многополярного мира. В принципе, в мировой истории всегда была модель такая многополярного мира. Единственная ситуация, когда возникла биполярная система, это произошло после Второй мировой войны. Но это если говорить более глобально. Если говорить, допустим, регионально, да, и существует такое мнение о том, что вот то признание, которое последовало после признания независимости наших двух республик, Южной Осетии и Абхазии, которое последовало после событий в августе 2008, что оно могло бы и не состояться, если бы не эти события. Есть такое мнение, вот как вы к нему относитесь? Ну, естественно, если это такое имело глобальную, расширяющуюся на весь мир повестку, то в первую очередь это распространялось на Кавказский регион. И за этим последовали шаги о признании независимости Республики Абхазия и Южной Осетии. Это тоже демонстрировало решительность Российской Федерации, ведь признание этих республик наших наступило после того, как в одностороннем порядке Запад, Соединенные Штаты в первую очередь признали Косово. И если на то пошло, то оснований для признания независимости у Абхазии гораздо больше, чем у Косово. Мы исторически находимся на своих землях, исторически, где у нас много веков подряд существует непрерывный процесс существования нашей государственности. Мы самостоятельно, в отличие от Косово, отстояли свою независимость и отразили агрессию вооруженную со стороны Грузии и много других факторов. Но здесь, как всегда, проявляются принципы таких двойных стандартов, которые всегда существовали и сегодня существуют в мире, наверное, еще долгое время, а может, всегда они будут. Поэтому Россия здесь продемонстрировала вот такую решительность. Это не самая приятная для нас мысль, но это часто висит как дамоклов меч. Очень часто наши, особенно недоброжелатели, говорят о том, что всегда может произойти якобы отзыв вот этого признания. А сейчас еще и заговорили о потеплении российско-грузинских отношений. Вот тут что бы вы сказали, как бы вы это прокомментировали? Я, кстати, об этом уже говорил, я приветствую любое потепление отношений между странами региона, потому что стабильная, мирная, спокойная ситуация в регионе в интересах всех, кто здесь живет. Никак не может быть заинтересованы страны Южного Кавказа в том, чтобы была нестабильность. И поэтому, если произойдет потепление отношений между Россией и Грузией, это я мог бы оценить как положительный фактор. Но если в связи с этим некоторые предполагают, что Россия может за лояльность Грузии заплатить отзывом признания Абхазии и Южной Осетии, то я в это мало верю, потому что это великая держава, которая сделала такой решительный шаг, чтобы она отозвала свое признание. Но этого просто не может быть, во-первых. Во-вторых, я как раз отвечал на этот вопрос уже Мария Захарова, недавно делала интервью, где она фактически показала, как намерена Россия рассматривать вообще
ситуацию здесь в регионе. Она сказала, что нужно провести делимитацию границы между Тбилиси, Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. А что такое делимитация? Делимитация – это разграничение, и это происходит между двумя независимыми государствами, установление государственных границ, установление государственной границы. Так что вот этим таким дипломатическим своим ответом Мария Захарова, как официальный представитель МИДа России, ответила на те инсинуации, которые сегодня звучат из разных сторон о том, что Абхазию могут как-то разменять. В одном из своих интервью недавних вы сказали о том, что вы следите за тем, что происходит, имеется в виду министерство, внутри Грузии тоже. Там сейчас нагнетается ситуация вокруг выборов, которые будут осенью. Как вам кажется, так ли, вот преувеличены ли итоги этих выборов для нас? Вот, потому что очень много спекуляций вокруг того, кто выиграет и как это отразится на нас, и так ли это для нас интересно? Ну, частично я как-то ответил на этот вопрос, потому что я сказал, что мы заинтересованы в стабильности. Мы видим, что сегодня в Грузии напряженная ситуация, во что она может вылиться. Но мы неоднократно видели, как происходит там смена власти неконституционным путем, и к чему это может привести, мы тоже должны просчитывать. Ну, эта ситуация неоднократно уже самими многими политиками грузинскими, в том числе и руководством Грузинской республики, озвучивалась. И речь прямо шла о том, что приход оппозиции к власти грозит новой эскалацией напряженности. Но это не фантазии, потому что мы же слышали после Карабахской войны, войны Азербайджана с Карабахом, грузинская оппозиция, сторонники Михаила Саакашвили, вдохновленные тем, что Азербайджан вернул Карабах, требовали тоже реванша в Абхазии. Это же было, мы это все прекрасно знаем. Так что это не просто предвыборная какая-то агитация, а это реальность, с которой мы должны считаться, мы должны быть готовы к любому повороту событий. Думаете ли вы, что у них есть шансы на какую-то стабильность после выборов? Насколько показывала история, там всегда итоги выборов – это что-то нестабильное. Ну вот я об этом как раз и сказал. И все вот эти всякие цветные революции обычно, они же хорошо разработанный план такой существует. И они чаще всего проявляются в период выборов, когда одна из сторон не признает результаты выборов. Ну, то, что сейчас происходит, например, в Венесуэле. Вот, то, что неоднократно происходило в самой Грузии и в других местах. Поэтому такое может быть. А к чему это приведет, сейчас трудно прогнозировать. Может и гражданская война произойти. Я еще раз говорю, мы никак не должны быть заинтересованы, пускай никто не заблуждается в том, что если там будет нестабильная ситуация, то мы должны сидеть и радоваться. Напротив, я считаю, что это только создаст дополнительные угрозы для нас. При том, что осенью такая выборная турбулентность будет явно не только в Грузии, еще в Соединенных Штатах, как вы знаете. Как вам кажется, вот это как отразится вообще? Ну, вот видите, очень многие прогнозируют, что и в Соединенных Штатах Америки по результатам выборов тоже могут возникнуть такие процессы, которые мы уже однажды видели, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий и прочее. Дальше, что может произойти, трудно сейчас прогнозировать, но и там происходит такой политический раскол. Вообще мы увидим сегодня в некоторых странах Европы, в Соединенных Штатах Америки, вот такой раскол между политическими силами страны, вот к чему он приводит. Вот сейчас вот то, что происходит во Франции, скажем. Вот. Поэтому все время говорю, что нам нужно самим избежать вот такого. У нас, к сожалению, тоже вот политические разногласия часто приводят к антагонизму какому-то, но этого не должно быть. Я всегда подчеркиваю, что оппозиция должна быть, должно быть, существовать плюрализм, мнений, все. Но это должно все быть в рамках закона. И
Кроме того, еще раз повторяю, оппозиция, которая критикует какие-то проекты власти, она должна сказать, а как сделать лучше, то есть быть конструктивной, предложить свое видение решения проблемы. Ведь если мы исходим из интересов страны, мы не должны быть заинтересованы в том, чтобы другой стороне сделать как можно хуже. Мы должны думать, как лучше сделать для нашего общества, для нашего государства. Вместе должны думать. И еще один вопрос, все-таки возвращаясь в наш регион, я думаю, что это тоже интересно. Какова, на ваш взгляд, роль сейчас Турции? Будет ли там возрастать ее роль в этом регионе? И другой вопрос, что там, как это не секрет, там живет огромная наша диаспора. И есть ли, скажем так, у министерства какой-то план работы вот в этом направлении? Ну, очевидно, что роль Турции возрастает, и это показала и война между Азербайджаном и Карабахом, какая была поддержка со стороны Турции. И то, что сегодня на Южном Кавказе присутствие Турции увеличилось, это очевидный факт. Вот. Но при Эрдогане мы видим такая политика Турции прагматичная проводится, и все-таки, несмотря на то, что Турция страна НАТО и так далее, Эрдоган пытается и хорошие отношения поддерживать с Россией. Все это в наших интересах тоже, потому что теплые дружественные отношения между Турцией и Россией и благоприятствует и нашим тоже политическим целям, потому что вы правильно сказали, большая диаспора, с которой нам нужен контакт, нужны отношения. Вот. Ну, вопрос возвращения людей на историческую родину тоже до сих пор не снят. Просто, видите, мы не можем создать экономически привлекательные такие условия, чтобы людей оторвать сейчас и вернуть на родину. Но контакты, постоянные взаимоотношения с нашей диаспорой должны присутствовать в нашей политике. Они всегда были, и поэтому наше руководство постоянно посещает Турецкую Республику, общается с представителями нашей диаспоры. Большое спасибо, Сергей Миронович, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.